уважаемые коллеги! Меня зовут Олеся Александровна Смирнова. Я работаю музыкальным руководителем в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад номер 4» общеразвивающего вида города Ухты. Мне очень приятно, что представилась такая возможность поделиться с вами игровыми ситуациями и нетрадиционным подходом в организации детского шумового оркестра. Актуальность создания детского оркестра состоит в том, что перед ребенком раскрывается новый мир звуковых красок, укрепляется устойчивый интерес к классической и русской народной музыке и к музыке современных композиторов. Наблюдая за детьми, понимаешь, что для многих ребят игра на детских музыкальных инструментах – это средство передачи своих чувств, внутреннего духовного мира. В работе я ставлю перед собой цель – вовлечение детей в музыкальный оркестр для того, чтобы раскрепостить ребенка, раскрыть его внутренний мир, его чувства, эмоции через импровизированную игру на детских музыкальных инструментах. Существует много разных способов обучения, но передо мной всегда встает задача использовать наиболее эффективные приемы, позволяющие быстро, за короткое время создавать оркестр и вовлечь в работу не только детей, но и воспитателей, так как эта категория педагогов является основой, фундаментом, опорой во всем образовательном процессе, в том числе и музицировании. А если они перед своими воспитанниками выступят, играя в оркестре, то дети обязательно заразятся, зажгутся, им захочется исполнить так же, как их любимая воспитательница. Учитывая интерес детей к игре на детских музыкальных инструментах, мы создаем с ними импровизированные оркестры, подбирая звуки природы. Конечно, традиционные детские музыкальные инструменты – это хорошо, но всегда хочется что-то необычного и нового. Поэтому я включаю в импровизированные оркестры флейты дождя и шуршащие снежки. Итак, дождевая флейта. Когда мы с детьми беседуем о звуках неживой природы, то вспоминаем звуки дождя. У самых разных народов и культур есть множество ритуалов и закличек для зазывания дождя. Например, у народа Латинской Америки существует такой инструмент – рысник, шум дождя, посох дождя, дождевая флейта, который используется в обрядах по вызову дождя. Его считают голосом природы. Традиционный рысник делается из высушенного на солнце длинного ствола кактуса. Мы решили позаимствовать у народов Латинской Америки и попробовать самим изготовить такой инструмент. И попросили прийти на помощь наших родителей и использовать флейту дождя в работе с детьми, чтобы самим воспроизводить шум дождя. Что же для этого нам понадобится? Уважаемые коллеги,
Сейчас я вам покажу, как мы вместе с родителями наших воспитанников изготавливали флейту дождя. Что нам нужно первоначально? Нам нужна вот такая трубочка от бумажного полотенца, шило, кутикула для ногтей, зубочистки, широкая кисточка и клей ПВА. С чего же начинаем? У трубочки есть вот такие линии, полосочки. Они идут как бы по спирали, спускаясь постепенно вниз. Вот по этим линиям мы берем шило и протыкаем нашу трубочку насквозь, отступая сантиметра 1,5–2. Вот таким образом мы ее протыкаем, постепенно спускаясь вниз. Когда полностью проткнете всю ту трубочку, мы берем зубочистки, клей ПВА, макаем зубочистку в клей ПВА. Это делается для того, чтобы зубочистка хорошо держалась в нашей трубочке. И в те отверстия, которые мы уже проткнули, вставляем наши зубочистки. Вот таким образом. С этой стороны и с другой стороны. Берем следующую зубочистку. Опускаем клей. Вставляем следующее отверстие. Также ее протыкаем с другой стороны. Вот таким образом. И так далее. Потом, когда вы всю трубочку проткнете, ставите зубочистки, у нас получится вот такой кактус. Чтобы трубочка была крепкой, прочной и наши зубочистки приклеились еще прочнее к трубочке, мы берем клей ПВА широкой кисточкой, вот так все промазываем сверху вниз. И где идут соединения зубочистки с трубочками, побольше промазываем клеем. Вот таким образом. Потом мы нашей трубочке даем высохнуть. Когда клей высохнет, мы берем кутикулу для ногтей и начинаем наш кактус стричь. Вот таким образом. Оно очень легко стрижется, особо усилий здесь применять не надо. И так далее. И вот, когда вы все подстрижете, наш кактус, у вас получится вот такая трубочка, гладенькая. Посмотрите перемычки из зубочисток. Вот такая трубочка получается. Но чтобы туда насыпать крупу, по которой крупа будет сыпаться по зубочисткам вниз, потом готовую трубочку можно украсить на ваш вкус, на ваш цвет, на ваше творчество, вашу фантазию. Что потом нам понадобится? Нам понадобится крупа, чечевица, вот есть у нас, здесь есть перловка, рис, горох. У каждой крупы свое звучание, поэтому здесь уже на ваш выбор. Мне нравится больше, как звучит чечевица. Но прежде чем засыпать крупу в нашу трубочку, нужно закрыть сначала одно дно. Для этого понадобится из эко-кожи вот такой кружок, вырезанный заранее, и канцелярские резиночки. Таким образом мы делаем вот такую юбочку, немножко поправляем. Вот так это все будет выглядеть красиво. Теперь можно смело насыпать крупу. Крупу много насыпать не надо. Если будет очень много крупы, вы не услышите, как вот пересыпается крупа постепенно.
Можно еще одну горсточку насыпать в нашу трубочку. Вот так. И потом закрываем таким же образом другую сторону флейты дождя. Вставляем к уху и постепенно пересыпаем крупу сверху вниз. Вот таким образом. Также можно трубочку закрыть вот такими крышками от 5-литровых бутылок пластиковых. Но вот эти крышки не каждой трубочке подходят. Есть трубочки поуже по диаметру, есть пошире. Но есть такие трубочки, которыми можно закрыть вот такими пластиковыми крышками. Вот посмотрите, какую прелесть изготовили наши родители. Разные-разные, кто ракушками, кто шпагатом, кто бисером украшал свои флейты, кто-то сделал из трубочки из-под фольги. Вот здесь уже засыпана фасоль, и дождик совсем по-другому звучит. А вот говорила я вам про крышки, вот, пожалуйста, крышками от 5-литровых бутылок оформлена вот такая вот флейта дождя. Еще у нас воспитатель эколог Татьяна Владимировна тоже увлеклась изготовлением флейты дождя и сделала вот такую вот флейту. Здесь уже основа идет из пластиковой трубы и просверлена здесь шуруповертом и вставлены не суши, наверное, палочки суши, да. И послушайте, как звучит вот эта флейта. Здорово. Вот. Наши флейты, которые изготовили мы совместно с родителями и детками, используем на музыкальных занятиях, на праздниках. Кто в сапожке шлет сапожки, ты бежишь, и я бегу. Кто в сапожке шлет сапожки, а одна тебя могу. Когда я детей приглашаю в зимний лес, я им читаю такое стихотворение. Зимних звуков подобие заиграло вокруг, льда и снега мелодии издают таинственный звук. Создадим оркестр зимний расчудесный, это будет интересно. Снежок тихонько заскрипит, а льдинка звонко зазвенит. И вновь приходят родители на помощь для того, чтобы вместе со своими детьми сделать шуршащие снежки. Хочется поскрипеть этим снежком, поиграть в музыкальном зимнем оркестре. И сегодня мы с вами будем делать такой шуршащий снежок, который действительно, когда на него мы будем нажимать и разжимать, он будет скрипеть, как настоящий снег на улице. Вот здесь у нас приготовлены вот такие ровные детали, которые вам вырезала Елена Ивановна и Елена Владимировна.
Посмотрите, на что эти детальки похожи, ребятки? На восьмерку. На восьмерку похожи. На петельку. На гантели. Да. Вот, на гантели похожи. И на подошву. И на подошву похожи. Смотрите, какая фантазия у детей. Здесь вот есть пушистая сторона, есть гладкая сторона. Наверное, пушистая, чтобы у нас было наружу, да? Значит, мы две гладкие стороны соединяем вот таким образом. Вообще даже на матрешку похоже, на зимнюю, да? Вот здесь, где выемка, мы делаем вот эту, да, вот эту часть матрешки, получается, голову, да? Вот мы соединяем здесь. И стежками назад-вперед мы будем вот таким образом все вот это соединять. Видите, соединяется все вот так постепенно соединяется. И опять, где выемка, вот эта выпуклая сторона, да, встречается, соединяем. Мы это все выворачиваем. И туда будем складывать нашу слюду. И побольше. И еще обратите внимание, чтобы ребенок мог нажать, чтобы ему не очень туго было. И в то же время, чтобы снежок такой получился объемный. Да? Вот, Елена Ивановна уже... говорили, да. И вот, она не вывернула? Нет. Вот. И вот здесь вот получается, мы вот так вот с вами будем выворачивать, да. Вот здесь вывернем, и у нас вот такая вот получится шапочка, которую мы положим что? Слюду, да? Шуршащую бумажку. И здесь аккуратненько. Уважаемые коллеги, хочу поближе вам показать, как мы делаем шуршащие снежки. Там на видео с родителями не очень было понятно. Значит, делаются вот такие две детальки, одинаковые. Шили мы снежки из флиса. У флиса есть одна сторона гладкая, другая сторона пушистая. То есть мы соединяем наши вот эти матрешки зимние, как сказано было на видео, вот таким образом. Значит, начинаем с той стороны, где она гладкая, где флис гладкий. Вот идет выемка, и мы в выемку вставляем другую часть нашей заготовки. И вот таким образом сшиваем постепенно. Там будет все вот так сшиваться, соединяться. И получится вот такой мешочек. До конца не надо сшивать, надо оставить немножко, да, вот такое вот отверстие. И потом мы выворачиваем наш снежок на пушистую сторону. Вот. И вставляем туда слюду. Хорошо очень хрустит, как снежок, слюда. Вот. Распределяем равномерно и потом аккуратно здесь сшиваем. И у нас получатся вот такие снежки. Вот они. Замечательные снежки. Наша костелянша тоже присоединилась к нашей затее и сшила нам снежки из синтепона. Только шила она их по-другому, такими апельсиновыми дольками. Тоже получилось интересно, красиво. Вот такие шуршащие снежки мы тоже используем на занятиях музыкальных и на праздниках. Особое внимание в музыкальном воспитании детей я уделяю развитию чувства ритма. Что же такое чувство ритма? Это способность воспринимать эмоционально выразительность музыкального ритма и точно его воспроизводить. Существует мнение, что чувство ритма развить невозможно.
Но моя педагогическая практика доказывает обратное. Перед тем, как организовать шумовой оркестр, я детям предлагаю поиграть в одну игру. Называется она «Артист и зритель». Артист проигрывает ритмический рисунок, а зритель аплодирует артисту, то есть играет на сильную долю такта. И таким образом в незатейливой обстановке дети осваивают ритмический рисунок и метроритм, причем не усваивая данные термины. В своей работе над чувством ритма я использую вот такие пособия к программе «Ладушки» Ирины Каплуновой и Ирины Новоскольцевой. Этот удивительный ритм. Бим-бам-бум Татьяны Эдуардовны Тютюнниковой. И, конечно, музыкальный букварь Натальи Ветлугиной. Сейчас вы увидите фрагмент небольшого мастер-класса с детьми подготовительной группы. Они вам покажут, как мы готовимся организовывать самостоятельно детский шумовой оркестр. Уважаемые коллеги, я сейчас вам покажу последовательность нашего мастер-класса. Вначале детям будут предложены вот такие полоски из музыкального букваря Натальи Ветлугиной. Широкие полоски – это долгий звук, узенькая полоска – это короткий звук. Дети сами самостоятельно будут себе выкладывать свой ритмический рисунок. Потом они выберут себе любой музыкальный инструмент, который изображен на коробочке, возьмут картинки и картинками большими долгий звук, маленькими короткий звук будут повторять этот же ритмический рисунок. Когда они сыграют все свои ритмические рисунки, дети, согласно этим картинкам, возьмут свои музыкальные инструменты и будут составлять свой шумовой оркестр. Выкладываем ритмический рисунок. Каждая подгруппа выкладывает свой ритмический рисунок. Лишние полосочки убираем со стола. Прохлопывает ритмический рисунок команда Марины. Хорошо. Команда Василисы. Хорошо. Теперь мы убираем полосочки. Выбираем себе любой музыкальный инструмент. И по памяти
картинками выкладываем ритмический рисунок. Теперь берем музыкальные инструменты, которые вы выбрали. А сейчас ритмические рисунки, которые вы составили, проиграете на своих музыкальных инструментах по 2 раза. Начинают треугольники. Бубны. Умницы. А сейчас, ребята, мы из ваших ритмических рисунков составим оркестр. Вы готовы играть под музыку? Да. И третья команда выкладывает свой ритмический рисунок. А сейчас ложки сыграют свой ритмический рисунок. Ребята, организуем оркестр из 3 групп? Да. Из 3 ритмических рисунков. Вы готовы? Да. Начинают ложки, продолжают треугольники, дальше играют бубны. Играем по 2 раза. Хочу обратить ваше внимание на одну деталь. Чтобы получился самостоятельно оркестр у детей, нужно детям сначала объяснить, что ритмический рисунок не должен быть длинным. И начинаться он должен с долгого звука и заканчиваться тоже долгим звуком. И если вы им включите ритмическую польку, русскую народную музыку, тогда оркестр получится. Если дети будут выкладывать сразу короткие звуки, потому что дети фантазеры, мы знаем об этом прекрасно, то может получиться ритм вальса. И если у них выложится ритм вальса, а вы включите польку, то тогда будет несоответствие музыкального ритма. Такая работа с детьми по развитию чувства ритма помогает нам создавать детский шумовой оркестр и выступать на разных
Уважаемые коллеги, в основном все педагоги дошкольных образовательных учреждений развивают чувство ритма у детей. Инструктора по физической культуре, логопеды, воспитатели, музыкальные руководители в разных видах деятельности. Мне будет приятно, что после этого видеоролика в режиме онлайн вас заинтересует мой опыт работы, и вы будете его применять в своей образовательной деятельности. Здоровья вам, творчества, вдохновения. До новых встреч!